Подробно о новых телепроектах расскажет заместитель директора НТРК «Магаз» Ахмед Медов. Он сейчас в нашей студии. Ахмед Якубович, Сергей Калшин, приветствую вас в нашей студии. Спасибо. Два интересных новых телепроекта. «Я иностранец» и «Турецкий берег». Расскажите, когда и как появилась такая идея? Ну, это давно пришла идея в голову. Мы лет 10 назад уже несколько выпусков «Турецкого берега», скажем так, отсняли. В эфире был, он пользовался популярностью, но потом по ряду обстоятельств это все как-то ушло на долгий ящик. Ближе к концу прошлого года с определенными изменениями и новое руководство НТРК, Шамсудин Боков, и мы как бы обсуждали эти вопросы, план развития телевидения и радио. И как бы я когда задал вопрос по поводу международных проектов, я получил полную поддержку от него. И вот так вот, да, прошло почти 8 месяцев, мы, не торопясь, спокойно шли к реализации этого проекта. Почему не торопясь и почему шли? Да, у нас были приоритеты, скажем так, основные направления, которые нужно было в стенах НТРК провести. И после этого найти, естественно, финансирование. Любой проект, идея, как бы ее ни поддерживали, это все интересно, это все хорошо. Но это затратно. Но это очень затратно. Тем более в наше время, да, когда и доллар так вот вырос в цене, и есть определенный, тем более с учетом того, что это за граница, это уже намного сложнее. И после того, как мы уже нашли нашего основного генерального партнера, я думаю, можно сказать, MGI Petroleum, мы о них говорим, он тоже, Зорбек Мальсагов, поддержал этот проект, моментально просто сказал, с удовольствием приму участие. И вот буквально 3-4 недели назад была встреча у нас, я поговорил с нашим руководством, потом встретился с генеральным партнером, и вопрос был моментально решен. Мы созвонились с Турцией, какие-то моменты обсудили, локации. До этого я до Рамадана сам один вылетал. Может быть, коллеги, вы знаете, я был, да, как бы смотрел, наблюдал, где, что. И как бы вот такая планотворная работа была, плановая, так аккуратно все, мы это все готовили и делали. И вот Диал Ахайтамыц, мы этот проект отсняли. Буквально сутки назад мы прилетели поздно ночью с Турции, наша съемочная группа. Это Ахмед Хашагульков, он в сюжете выступал, Хусейн Куштов, да, и я. Вот мы были в Турции, 7 где-то неделю мы, в принципе, провели. Отсняли материал. Отсняли 2 турецких берега, всем спойлерством заниматься не будем. Да, это про 2 фамилии, об этом зритель узнает и в наших социальных сетях, и в принципе в анонсах нашего эфира. И, естественно, я иностранец. Турецкий берег, формат турецкого берега, он очень интересен именно нашему зрителю, нашим жителям. Потому что в нем рассказывается о судьбе наших же земляков, вот как ты сказал, в подводке, да, в конце 19 века. Да. Но буквально, кстати, все время, когда мы снимали, и 10 лет назад, «Турецкий берег», мы думали, что это цифра 1890 год, там, 96-й, но буквально за день до вылета из Стамбула мы встретились с еще одними представителями фамилии. Мы, к сожалению, не успели их отснять. Я надеюсь, в будущем мы это сделаем. И получили информацию, что вот первые прям упоминания переселенцев из Ингушетии — это 1870 год. То есть больше 100 лет намного. А если говорить о количестве, сколько человек там примерно проживает? На данный момент? Да. Ну, ситуация... В Турции тоже происходили разные ситуации, да, после распада Османской империи. Именно в тот период мухаджиры, наши переселенцы, туда отправились. Очень многие покинули Турцию. Вот сегодня плюс-минус, опять-таки, статистику или учет никто даже из наших земляков, которые там находятся, не вел. Ну, примерно вот на сегодня, ну, это где-то 10, может быть, 20 тысяч. Плюс-минус. А как они вас там приняли? Какие у них были эмоции, впечатления? Насколько они были рады видеть своих земляков? Это невозможно ни в интервью, ни сейчас, находясь у тебя в студии, рассказать в 2 словах. Это эмоции, которые, вот я обращаюсь уже как бы к телезрителям, скажу, вы знаете, когда ты видишь их реакцию на Деймох Куалцар, да, на родину их предков, бывают слезы. Как бы это не принято говорить, но это чувства, которые идут с глубины души. То есть они от нас ни на шаг не отступали. И что самое интересное было, они всегда хотели услышать ингушскую речь.
То есть мы так, когда технические вопросы там и на русском разговаривали, естественно, да, но технически на ингушском сложно говорить. Вот они просили, что «Алай махпуц балараш». Вот они хотят слышать нашу родную речь. Вот там на месте главная проблема, наверное, это язык, да, турецкий язык. Как вы с этим справляетесь? Это вообще отдельная история. На второй день мы первый день снимали подсъемки, делали, а уже на второй день, когда мы первую, скажем так, представителя одной из фамилий снимали, там получилось так, телезрители это узнают. Все интервью прошло на английском языке, потому что он очень много лет прожил в Ирландии. И тут нам было, скажем так, намного проще. Хотя мы использовали, нам пришла жительница Турции, но из не мухаджиров, а ингушка, которая в совершенстве владела и турецким, и английским языком. Мы как бы ее записывали на отдельную петличку. Это такие технические моменты. Ты понимаешь, о чем речь? Зрители, конечно, может быть, да. То есть я записывал на телефон, на петличку. Но все равно вот диалог состоялся, потому что очень важно. Вот Ахмед Хашигульгов, когда интервьюирует, он понимает, о чем речь. Да, нет, мы не владеем английским так, как нам бы хотелось, но это было достаточно для того, чтобы взять интервью и провести этот разговор. А потом мы попросили, мы знаем, что у нас в республике 100-летний юбилей, мы попросили каждого, с кем мы встречались, на турецком языке. Поздравления. Поздравления, да. Они тоже скоро выйдут, задолго до самих передач, они выйдут эфир и в социальных сетях, и в эфире нашего телеканала зрители увидят. Вы нас так заинтриговали, я отношу себя к числу зрителей. Когда покажете? Я надеюсь, что сейчас сегодня у нас 18-е, не буду торопить события, потому что надо сделать очень красиво. Я думаю, месяц, чуть больше, чуть больше. Ну что ж, будем ждать творческих вам успехов. Башкал. Башкал.